الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده جميعا ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وبعد أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Амма ба'д. Уважаемые братья и сестры, сегодня у нас тема нашей хутбы сегодняшней, то, что нету силы на изменение положения ни у кого, кроме как у Всевышнего Аллаха Азза ва Джалля. И в данном случае очень много аспектов, в рамки которых можно разговаривать про эту тему. Но в данном случае я хочу взять именно вопрос воспитания детей. Машаллах, у нас очень большой джамаат, у нас очень много семейных пар, уже с детьми, альхамдулиллах. И вопрос воспитания детей в данном случае далеко не из последних. И часто бывает то, что у тебя рождается ребенок, ты смотришь на него и думаешь: субханаллах, а почему он не такой, как другие? Почему у него не такой же ахлак, не такая же нравственность, как у моих соседей, у детей моих соседей? Или, например, ты многодетный, у тебя несколько детей, и вдруг рождается такой, грубо говоря, сложный ребенок, с которым очень сложно каким-то образом повлиять на него, воспитать в нем что-то. И ты начинаешь говорить: субханаллах, как будто я не его отец, как будто он рожден от кого-то другого, как будто не я, говорит, давал ему воспитание, как будто не я всему ему обучал. Знай, что Аллах Азза ва Джалля дал тебе это испытание ради того, чтобы ты понял, что ты не воспитатель. Воспитатель — Аллах Азза ва Джалля. Даже слово, одно из имен Аллаха — Рабб. А слово Рабб, Рабба и Рабби, тарбия. То есть тот, кто воспитывает всех евреев, тот, кто взращивает их всех и дает воспитание. А ты всего лишь средство для того, чтобы передать воспитание Аллаха Азза ва Джалля этому ребенку. Знай, что не ты. Знай, что ты не воспитал ни его и не будешь воспитывать ни его, ни других. Всех воспитывает Аллах Азза ва Джалля. И если ты увидишь своих детей подрастающими, что они потихоньку отходят от истинного пути, хотя ты делаешь им насихат, советуешь им, пытаешься каким-то образом их исправить, и тем не менее они начинают потихоньку отклоняться, и ты начинаешь смотреть на них беспомощно. Думаешь: ну что же теперь сделать? Вот уходят они, вот начинается у них сложный возраст, 14-15 лет, и они потихоньку начинают лениться в молитвах, да, потихоньку начинают не поститься, потихоньку начинаются какие-то переписки и так далее. Субханаллах, оставь мнение людей в данном случае. Поистине мнение Аллаха Азза ва Джалля в этом случае достаточно. У тебя есть Господь, Рабб ар-Рахим, милостивый, ал-Латиф, тот, который ведет своего раба теми путями, которые, возможно, очень неприятны этому рабу, но тем не менее в этом для него благо. И Аллах Хаким, наимудрейший, Алим, знающий, Хабир, знающий о всех секретах, о всех подробностях. Субханаллах, в данном случае очень важно понять, всегда, когда слушал аят из Корана, да, перенесемся на несколько тысяч лет до этого момента, когда Муса, алейхиссалям, то есть помните, да, как родился Муса, алейхиссалям? Когда фараону было сказано, что выйдет один муж из сынов Израиля, его смерть будет, его погибель будет от его руки. И он приказал убивать всех новорожденных мужского пола сынов Израиля. И вот как раз в этот год родился пророк Муса, алейхиссалям. И Аллах говорит в Коране: «Ваухайна иля умми Муса ан ардаи». И вот мы внушили, естественно, это не было откровение, но это было внушение. Мы внушили матери Моисея, то, что корми его грудью. «Фаида хифти алейхи фаалкейхи флиям». А если будешь бояться за него, то брось его в море. «Валя тахафи, валя тахзани». И не бойся, и не печалься. «Инна раддуху илейки, ва джа'алюху миналь мурсалин». Мы тебе его вернем и сделаем его одним из посланников. То есть, казалось бы, да? То есть, все нормально, ты положишь его грудью. А когда ты начинаешь бояться за него, прижми его сильнее, попытайся спрятать его. Нет, брось его в реку, в море. Аллах говорит, казалось бы, противоречит любому разуму.
логики. Но если человек полагается на Всевышнего Аллаха Аззаваджалля, опять же, чтобы понять, что не ты его, не ты даешь ему пропитание, Аллах тот, кто дает пропитание. Казалось бы, если ты бросишь в море младенца, что с ним произойдет? Ну, субханаллах, там 0,001%, что он выживет. Правильно? Но в данном случае ты полагаешься полностью на Аллаха Аззаваджалля. Субханаллах, в данном случае этот аспект касается многих вещей. Аллах говорит, да, если когда ты зашел в свой сад, ты бы сказал, это то, что пожелал Аллах, нету силы, нету силы ни у кого, кроме как у Аллаха Аззаваджалля. Тот, кто реально решает, тот, кто реально действует, это Аллах. А мы всего лишь причины, мы всего лишь завеса за истинным Творцом, за истинным Аллахом Аззаваджаллем, который производит все эти действия. Посмотрите, то, что Аллах говорит про птиц. Разве они не посмотрят, да, на птиц, которые распростирают свои крылья и потом собирают их? Их держит кто? Их не держит никто, кроме милостивого Аллаха. Никто не держит таких птиц. Получается, да, то есть это закон воздуха, то, что собирает воздух под собой, и этим самым создается там турбулентность, да, и начинает птица держаться. Никто не держит ее, кроме милостивого. Посмотрите то, что касается судов. Да, Аллах говорит. Ему принадлежат эти суда, эти корабли, которые плывут, да, подобно горам. То есть, да, парусники большие, которые были раньше, да, то есть, которые мы видим, как будто большие горы плывут по океану. Лягу, ему принадлежат, не кому-то еще. Аллах говорит в другом аяте, если мы захотим, мы сделаем так, что они потонут все. Субханаллах, то есть мы все держимся на этой жизни, мы держимся в этой жизни только по причине милости Аллаха Аззаваджалля. У нас нет никакого, да, мы только производим действия, но на самом деле мы всего лишь причина. То же самое, то, что касается воспитания детей. Мы всего лишь причина. И поэтому, когда видим такого сложного ребенка, с которым можно очень сложно которого воспитать, то необходимо выстраивать отношения не на основе отчаяния. Будь что будет, все равно, что я все, что от себя зависело, сделал. Проси помощи у Аллаха. Один брат мне рассказал, то, что он преподавал своим студентам. И он преподавал, но это не прибавляло никаких знаний. Субханаллах, представляете? И он пришел к одному человеку и сказал, что вот я, говорит, я преподаю, но им это не прибавляет знаний. Он говорит, а ты за них просишь дуа у Аллаха? Он говорит, нет. Ты что, говорит, ты не просишь за них дуа у Аллаха, чтобы Аллах прибавил им знаний и праведности? Он говорит, нет. Ну тогда что ты хочешь? Ты надеешься только на себя? На свои знания? На то, что ты передал им и все, этим все закончилось? Он говорит, я, говорит, каждый день прошу, говорит, за них дуа. Чтобы ты понял, что на самом деле кто их учит, не ты, а Аллах Аззаваджалля. Поэтому остерегайтесь оставлять дуа за ваших детей. Потому что это и есть то поклонение, которое от тебя требуется при данных обстоятельствах. И осторожно, иногда родители бывает, что видят своих детей, они очень хорошие, они, машалла, праведные, смотришь, ходят в библиотеки, у него борода, машалла, например, да, то есть он постоянно, он хафиз Кур'ан, ему там 10 лет, он уже выучил весь Кур'ан, учит хадисы, что говорит, машалла, он не так праведный уже, так что за него дуа делать? Аллах, вы не знаете, что у него в сердце, вы не знаете, как он дальше будет поступать, поэтому, субханаллах, никогда не оставляйте дуа за ваших детей. Да, получается, то есть, обольстившись праведным видом, я не перестаю делать дуа за этого ребенка. Теперь, так в чем на самом деле суть этого испытания? То есть, суть испытания в том, уверен ты в себе, то, что ты их воспитываешь, или уверен ты, то, что Аллах Аззаваджалля берет на себя воспитание этих детей. Субханаллах. То есть, это на самом деле то, что называется, вот помните, любые курсы, любые тренинги, которые говорится, поднять уверенность в себе или что-то. Субханаллах. На самом деле, необходимо не быть уверенным в себе. Пророк сам делал дуа. Не оставляй меня на мою, то есть, да, на желание моей души ни на секунду. На попечение моей души не оставляй. Бери ты, Аллах, власть над моей душой и веди ее к истинному пути. Не на одну секунду. Это говорит, что мы должны быть уверенными в себе. Мы должны быть уверены не в себе, мы должны быть уверены в могуществе Всевышнего Аллаха Аззаваджалля. И в чем же решение этой проблемы? Говори с ребенком таким образом, как будто ты отчаялся от того, что твои слова имеют какой-то результат на него. Говори с своим ребенком,
будучи уверен, что твои слова как будто не дойдут до него. Но ты должен быть в то же время уверен, что Аллах тот, кто забросит в их сердца смысл этих слов. Второе. Говори с ними. Делай им насиха. Дай им совет. И не жди, что твои слова изменят его поступки. Он начнет сразу меняться. Но будь уверен в том, что Аллах тот, кто изменит их. И сделает твои слова причиной для этого. И эти слова будут у тебя на чаше весов добрых дел в судный день. И третья, последняя вещь. То, что это не твоя обязанность перевести сердца твоих детей на истинный путь. Это обязанность Аллаха. Никто не приведет их сердца к истинному пути, кроме Аллаха. И Он их приведет, но Он просто проверит твое терпение. Проверяешь ли ты терпение или нет. Аллах говорит в Коране: «Иннака ла тахди ман ахбаб». Ты ведешь кого ты хочешь. «Валякин Аллах яхди ман яша». Аллах ведет, кого Он захочет. Да, и тот же самый дуа. «Валя такильни иля нафси тарфата айн». Не оставляй меня, да, на попечение моей души ни на секунду. Поэтому необходимо всегда во всех вещах понимать: ля куввата илля билля. Нету никакой силы, никакой мощи, кроме как у Аллаха. Причем это касается не только воспитания, а всех других вещей. И если Аллах увидит, что у тебя искреннее намерение, Аллах обязательно поможет тебе. Иногда сердце устает от воспитания своих же детей. Интересно, да? Человек устал от воспитания своих детей. И Ибн Аль-Кайим Аль-Джаузия говорит, то есть очень интересные слова на самом деле. «Инна мина днуби ма ла юкаффируху илля аль-хам бил аулад». Есть такие грехи, которые не стираются ничем, кроме как заботой о своих детях. То есть получается, значит, у тебя были какие-то грехи, которые не смоются ничем. Да, Аллах испытывает тебя твоими детьми для того, чтобы смыть какой-то грех. Поэтому возрадуйся. Я тебя поздравляю тем, что у тебя открылась дорога, смывающая твои грехи. Появился какой-то у тебя сын, который тебя постоянно напрягает, он то есть не слушает тебя, что-то, знаешь, что это, значит, есть какой-то грех, который не смывается ничем, кроме как этим испытанием от Аллаха. Поэтому, если вы чувствуете, что очень сложно воспитывать какого-то своего ребенка, побольше делайте истихфар, просите у Аллаха прощения за свои грехи. И Аллах аззаваджаль облегчит. Если Аллах простит вам грехи, значит, соответственно, да, не будет необходимости давать такое испытание, потому что тот грех будет уже искуплен. И полно, то есть Коран весь, он просто наполнен призывами, да, и из них были и пророки, и праведные люди. Да, смотрите просто, вот, дуа, Аллах говорит: «Ва аслих ли фи дуррияти». И исправь мое потомство. В другом аяте. Это жена Имрана, да, мать Марьям. «Ва инни у'идуха бика ва дурриятаха мина шайтана раджим». Я прошу защитить. Аллах прошу защитить ее, то есть Марьям, и ее потомство. И потомство было всего один человек, а есть одна Марьям. Мина шайтана раджим. От проклятого шайтана, от побиваемыми камнями шайтана. Другой аят. «Раббана хаблана мин азваджина ва дурриятина куррата аюн». О Аллах, подари нам из наших жен, из нашего потомства отраду наших глаз, успокоение наших глаз. Аллах говорит: «Рабби джа'альни мукима ссалат ва мин дуррияти». То есть словами Ибраима алейхиссалям. О Аллах, сделай так, чтобы я выставил молитву и из моего потомства. Субханаллах. Опять. «Раббана ва джа'альна муслимайни лака». Эти дуа делали Ибраим и Исмаил вместе, когда строили Каабу. О Аллах, сделай нас покорившимися Тебя, мусульманами, ва мин дурриятина, из нашего потомства. То есть всегда, когда мы видим эти дуа, всегда, когда просили за себя, просили за свое потомство тоже. «Рабби хабли мин ладунка дурриятан тайиба». О Аллах, даруй мне мин ладунка, от Тебя благое потомство. Дурриятан тайиба. И последнее. «Ваджнубни ва бани ан на'буда ал-аснам». И убереги меня и моих детей, чтобы мы не поклонялись идолам. Смотрите, то есть вот небольшой список тех дуа, которые есть в Коране, которые касательно потомства. На что они указывают? То, что надо, то есть не забывайте эту вещь. Просить дуа за своих детей, за свое потомство. Потому что именно эта дуа, это одна из самых огромных причин, которые действительно, причине которой они действительно будут праведными. Побольше делать дуа за них. И что интересно, есть такое понятие гениальность в воспитании. Да, то есть ты можешь сказать, то есть, что-то тебе не нравится от своего сына или от своей дочери. Что ты сделала? Раз, дал. Да, как, то есть, нет, субханаллах, смотрите, то есть
все намного сложнее, все намного можно сделать гармоничнее и умнее. К примеру, твой сын опоздал на салат аль-джамаа, то есть да, молитву джамаат, опоздал. Если ты сказал ему, ну тогда иди, почитай молитву дома, как читают женщины, и то, что ты опоздал, как бы, то есть ну, ты просто не получишь саваб за каждый шаг, который ты идешь в мечети, который ты возвращаешься, и к тому же ты не получишь 27 савабов, которые ты получишь в мечети. Сейчас иди домой, почитай дома, хорошо. Какой будет реакция этого ребенка? Да как? Да почему? Да я хочу этот саваб. То есть, субханаллах, иногда, то есть часто, в большинстве случаев, ислам учит нас смотреть на вещи совсем с другой стороны. Субханаллах. То есть был случай, когда, например, есть такой хадис, то, что говорит, глаз да, не коснется огонь, глаз, который плакал, пролил слезу из-за страха перед Аллахом Аззаваджалля, и тот, который оставался несомкнутым, охраняя на пути Аллаха. И вот были те братья, которые охраняли на пути Аллаха, других братьев. И вот кто-то провинился, и ему сказали, слушай, ты будешь отстранен от того, что охранять на пути Аллаха Аззаваджалля. Представляете? То есть ночью встаешь, 2 часа, ночью хочется спать, и ты 2 часа должен охранять на пути Аллаха. Ночью холодно. 3 ночи ты не будешь охранять. Спи, пожалуйста, спи спокойно, отдыхай. Плакал, рыдал, уговаривая, чтобы ему так не наказывали. Чтобы его так не наказывали. Пожалуйста, все что угодно. Было бы это где-то в другом месте, сказали, о, хорошо, 3 дня отдыхаем. Субханаллах. Это другое понимание. И именно на этом понимании мы должны воспитывать наших детей. К примеру, поругались во время урока Корана. Дети, ты можешь сказать, адхальтум шайтан. Вы завели шайтана сейчас, то, что вы ругаетесь. И вы сами пошли вслед за ним. Поэтому сегодня я вам запрещу, то есть я вам не разрешу взять баракат вот этого времени, и вы не возьмете 10 савабов за каждую букву, прочитанную из Корана. Все, идите, вы свободны. То есть какой будет вообще реакция ребенка, особенно который понимает, субханаллах. Если ты это сделал, то ты действительно гениальный воспитатель. Если не подчиняется, просто говоришь, принеси, Абдуллах, принеси мне это. То есть он что-то играет, принеси мне то. Если ты сказал, ну хорошо, оставь. Пускай принесет кто-то из других. Ты возьми его награду за то, что он хорошо относится к своим родителям. Какой будет реакция? Если ты это сделал, если ты так сказал, значит ты гений воспитания. В данном случае. Если ты так скажешь другому, в присутствии первому, они подберутся ради того, чтобы быть праведными в отношении тебе. Они скажут, нет, я буду сделать, нет, я хочу этот саваб получить, я хочу получить эту награду. Если будет проблема между ним и между другими, или между ним и между тобой, ты можешь сказать ему, ты должен устроить свои отношения с Аллахом Аззаваджалля, и тогда Аллах устроит твои отношения с другими людьми. Да. И если, например, тебя просят, пап, ну купи мне это, купи мне то, да, ты можешь сказать, не просите меня, просите у Аллаха Аззаваджалля в ваших молитвах, да, из любых благ, которые вы пожелаете. И если он тебе даст это, в этом благо. И если тебе не даст, в этом тоже будет благо. Субханаллах. Если ты так сделал, если ты так сказал, значит ты гений воспитания. Если кто-то отказывается помогать своему брату или тебе, да, ты говоришь просто безразлично. Субханаллах, ты не стал помогать Аллаху Аззаваджалля, потому что пророк Мухаммад ﷺ сказал, поистине Аллах, Аллах будет помогать своему рабу, пока раб будет помогать своему брату. Поэтому ты решил не помочь Аллаху Аззаваджалля. Если ты так сказал, то ты гениальный воспитатель. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المؤمنين. بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. Хотелось бы во второй части хутбы привести некоторые хадисы, касающиеся день джума, день пятницы. Потому что иногда мы забываем про то, какой это день. Про то, что это необычный день. Мы считаем, что пятница отличается только тем, что мы должны прийти в мечеть и уйти оттуда. Аллах Аззаваджалля выбрал эту нацию ислама, нацию последователей пророка Мухаммада ﷺ, выбрал перед другими нациями. Смотрите, что сказал Мухаммад ﷺ в хадисе. أضل الله عن الجماعة من كان قبلنا
даже выбор, да, как Аллах, как Пророк сам это сказал. Адаллаху мин аль-джама. Аллах субхану тааля заблудил те нации, которые были до нас. Как заблудил? Таким образом, что они не нашли этот день, не поставили этот день, пятницы, для себя в качестве праздника. Поэтому для иудеев была суббота. Да? Праздничный выходной день у иудеев это суббота. И для христиан это воскресенье. И вот Аллах вывел нас и направил нас на то, чтобы сделать выходным и праздничным днем день пятницу. Субханаллах. Некоторые ученые говорят, что возможно, говорят, Аллах дал какое-то указание предыдущим нациям, но сказал, что вы сами выбираете какой-то из дней. Если попадете на этот, попадете, если нет, то нет. Субханаллах. Некоторые сказали, что нет. Аллах Азза ва Джалля четко указал и им тоже, что это будет пятница. Но они сказали «Сами'на ва асайна». Мы услышали и мы ослушиваемся. Так как они сказали во очень многих других случаях. То есть им было сказано, но тем не менее сказали, нет, пятница не очень хорошая, давайте лучше субботу сделаем. Субханаллах. И дальше Пророк Мухаммад продолжает. И вот Аллах Азза ва Джалля сделал все по порядку. Сначала идет пятница, потом суббота, потом воскресенье. И также они будут следовать за нами в судный день. Так же, как пятница, как воскресенье и суббота следуют за пятницей. Мы самая последняя община пророка Мухаммада, которая была в этом мире. Но будем самыми первыми в судный день, по которому будет проводиться расчет. До всех остальных. Все остальные со времен Адама, алейхиссалям, со времен Моисея, Ибрахима, алейхиссалям, Айса ибн Марьям, все будут ждать, пока расчет Аллаха Азза ва Джалля не проведет с нами. Субханаллах. Пророк Мухаммад также сказал: «Инна мин афдаля айямикум яумуль джумаа». Поистине, самый лучший день для вас это пятница. Ой, даже ученые говорят, мы не знаем, какой день лучше. День Арафат или день пятницы? Не знаю. Представляете, день Арафат, который люди ждут целый год для того, чтобы попросить. В одном хадисе говорится, что хадж это Арафат. Весь хадж это день Арафат. Те, кто были, знают, что такое день Арафат. Это как сердце хаджа. И тем не менее ученые говорят, возможно, джума лучше. Возможно, пятница лучше. Фия хулика Адам. В этот день был создан Адам. Вафии кубел. И в этот день забрали душу Адама. Вафии нафха. Вафии саака. То есть это одни из частей судного дня. То есть когда подуют в трубу, тоже будет пятница. Когда все умрут, это тоже будет пятница. Фаактиру алейя мин ас-салат. Поэтому побольше делайте мне салават. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад. Фаинна салатакум ма'руда алейя. Поистине ваш салават до меня доходит. И спросили, посланник Аллаха, как до тебя доходит? То есть ты же уже будешь похоронен, ты же слеешь весь, да? И Пророк сам ответил: «Инна Аллах Азза ва Джалля кад харрама аля аль-арди ан такуля аджсад аль-анбия». Поистине Аллах Азза ва Джалля запретил земле, почве есть тела пророков. Помимо всего этого, то есть у нас есть какие-то цели, да, мы всегда хотим чего-то. И вот Аллах Азза ва Джалля именно в этот праздничный день делает для нас подарок. И сказал Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна фил джум'ати саа ла ювафикуха абд муслим ва хуа каим юсалли са'аля Аллаху шай'а илля атаху иях». В пятницу есть один час. Если поймает этот час брат, мусульманин, который будет молиться, стоя, и попросит у Аллаха что-то, то Аллах обязательно даст ему это. И потом показал Пророк сам рукой, что даст обязательно. И есть разные мнения. И самое лучшее мнение по поводу, когда этот час? В начале, после утреннего намаза, после зохра, ближе к концу. Самое сильное мнение тоже на основе хадисов. Первое мнение это бейна и яджлис имам иля ин тугда ссалат. Между сидением имама и между тем, как закончится молитва джума. И второе мнение это то, что самый последний час пятницы. То есть между молитвой после полуденной аср и между закатом солнца, между тем, как начнется следующий день суббота. Также приводит хадис, то есть хадис маукуф, то есть это слова сподвижника. Он говорит: «Валяу хукму рафа». Но как? Он не от себя говорит, он это слышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. «Вассадака фихи азам мин ас-садака фи саирил айям». Человек, который дает подаяние в этот день, это лучше, чем если бы он давал в оставшиеся дни, в другие дни.
То есть именно садака, то есть даешь кому-то бедному, даешь, да, на строительство мечети, на пожертвование, что-то. Именно в пятницу тебе больше награды за это. Субханаллах. И, наконец, последнее, что хочу сказать. Человек, который умирает или в ночь на пятницу, да, или в день пятницы, это уже один признак того, что у него была хорошая концовка. Потому что пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Ма мин муслим ямут яум аль-джум'а ау лейлат аль-джум'а, илля вакаху Аллаху та'аля фитнат аль-кабр». Любой мусульманин, который умирает в день, пятничный день, или же в ночь на пятницу, то Аллах обязательно защитит его от фитны в могиле, от смуты в могиле, от спроса в могиле. Представляете? Этот хадис привел имам Ахмад и Тирмиди, и шейх Альбани сказал, что хадис сахих. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وسلم تسليما كثيرا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدي من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تعالى أكبر لو كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر